С официального курса валют на сегодня. Итак, по информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 72 рубля 51 копейку. Евро остановился на отметке 84 рубля и 67 копеек. Покупает сегодня американскую и европейскую валюту по лучшей цене Россельхозбанк. Доллар покупает за 72 рубля и 57 копеек, евро за 84 рубля и 81 копейку. Продает доллар США и евро по лучшему курсу. Сегодня Азиатско-Тихоокеанский банк. Доллар за 73 рубля и 10 копеек, евро за 85 рублей и 40 копеек. Якутск пополнил список российских городов, жителям которых стало доступно оформление банковских вкладов через онлайн-сервис Marketplace. Ранее якутяне могли покупать в финансовом маркетплейсе полисы ОСАГО и облигации. Сервис позволяет гражданам приобретать финансовые продукты разных организаций на одной платформе в круглосуточном режиме. Жители столицы республики могут сравнивать предложения банков и других финансовых организаций, в том числе и тех, которые находятся за пределами региона, выбирать наиболее выгодные для себя условия и оформлять необходимые сделки онлайн. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам подчеркнул, что поддержка семей с детьми входит в число приоритетных задач. Он напомнил о введении ряда новых мер поддержки, в том числе нового порядка оплаты больничного по уходу за ребенком до 8 лет в размере среднего заработка, а также пособия на ребенка от 8 до 17 лет, которого воспитывает единственный родитель, либо если семья с низкими доходами имеет право на алименты по решению суда. Кроме того, президент России подчеркнул, что потенциал федерального бюджета как бюджета развития в ближайшие 3 года необходимо реализовывать для достижения национальных целей в области экономики в целом, инфраструктуры, экологии, социальной сферы, повышения доходов граждан. Кроме того, президент поручил рассмотреть вопросы расселения из аварийного жилья. Нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное современное жилье уже со следующего года. Прошу учесть это в проекте бюджета. Переносимся в Якутию. В Мирном построят новый аэропортовый комплекс. На эти цели выделили более 21 миллиарда рублей. Новый комплекс будет включать в себя современную взлетно-посадочную полосу, стоянку для 18 воздушных судов, аэровокзал и сопутствующую инфраструктуру. Строительные работы идут по плану и должны завершиться в декабре 2023 года. Более половины суммы, 11 миллиардов рублей, инвестировала компания «Алроса», остальные средства предусмотрены в федеральном бюджете. Строительством полосы занимается турецкая компания, которая в сентябре прошлого года выиграла конкурс на контракт. Стоимость объекта составляет более 9,5 миллиардов рублей. Международный день холода, который бы способствовал привлечению внимания к проблеме глобального потепления, предложили учредить в рамках Северного форума, проходящего в столице республики. С идеей на парламентской сессии выступил заместитель председателя собрания депутатов Ненецкого автономного округа Матвей Чупров. Цитата: «Требуется единая национальная идея, общая традиция, которая будет способствовать концентрации внимания на проблеме климата жителей разных стран мира. Такой традицией может стать Международный день защиты холода, или сокращенно День холода», приводятся его слова. В качестве даты Международного дня холода Матвей Чупров предложил 29 февраля, как последнего дня календарной зимы. Вообще вопросы изменения климата вышли на законодательный уровень. На парламентской сессии власти и ученые обсудили проблемы, связанные с глобальным потеплением, и то, как на арктических территориях скажется таяние многолетней мерзлоты. В теме разбиралась Мадина Халикова. Проблема изменения климата актуальна не только для Якутии. Вечная мерзлота в целом по стране распространена более чем на 65% территории. За несколько десятков лет, по исследованиям ученых, температура в республике повысилась в среднем на 2-4 градуса. Таяние вечной мерзлоты непосредственно влияет на жизнедеятельность человека. Проблема состояния вечной мерзлоты актуализируется одновременно с промышленным освоением
Дальневосточного региона ИАР. На третьем международном северном форуме проблему таяния многолетней мерзлоты обсуждают и власти, и ученые. Международные и российские эксперты сходятся во мнении, что Якутия – идеальное место для создания мониторинговых станций для исследования криолитозоны. В городе среда искажена антропогенным воздействием, и там трудно определить, что вообще происходит. Чтобы чистоту эксперимента соблюсти, нужно наблюдать за динамикой мерзлоты в таком нейтральном случае, антропогенно-нейтральном. Пространство Якутии дает идеальную ситуацию для этого. Используя научный потенциал и опыт Якутии, к 2023 году возможно создать комплексную систему контроля, обработки и анализа криолитозоны на федеральном уровне. Республиканские эксперты и иностранные специалисты отмечают, что, учитывая прогнозы изменения климата и потепления, к 2050 году ущерб только существующему жилому фонду составит порядка 770 миллиардов рублей. Инфраструктурные потери исчисляются же триллионами. Реакция криолитозоны на изменение климата носит различные тенденции, хотя отмечается на большей части территории, отмечается некоторое повышение температуры, изменение глубины сезонного протаивания. Происходит разрушение и деформация дорог под воздействием в том числе климатических изменений, хотя и само инженерное сооружение играет определенную роль. Это выпучивание магистральных газопроводов, деформации линий электропередач, деформации, разрушение зданий и сооружений. Нужно вести мониторинг и анализ многолетней мерзлоты на арктических территориях нашей страны на государственном уровне. Обсуждаются механизмы выработки как федерального проекта, федерального законодательства, внесения изменений, так и на субъектовом уровне. У нас в Республике Саха-Якутия прорабатывается проект республиканского закона об охране вечной мерзлоты. Мы его хотим расширить и сделать его, чтобы этот закон у нас заработал на федеральном уровне. Об этом разговоры ведутся не первый год, и мы, в принципе, встречаем поддержку. Изменения коснутся всего спектра законодательства, поэтому парламентарии надеются встретить поддержку не только северных субъектов России, но и всех регионов, так как проблема изменения климата глобальна. Мадина Халикова, Артем Алексеев, Павел Пахомов, Якутск. В связи с обильным снегопадом в Нерюнгри на улице города вышла снегоуборочная техника. О готовности дорожных служб к погодным изменениям расскажет Ирина Кичигина. Она на прямой связи с нами. Ира, приветствую. Насколько дорожные службы готовы к снегопаду? Здравствуй, Сергей. По прогнозам погоды, снегопад был обещан еще в начале недели. И вот сегодня наступило резкое похолодание. Поэтому обильный снегопад с ветром 7 метров в секунду не застал врасплох наши дорожные службы. Сегодня рядом со мной Юлия Чумакова, она начальник дорожной службы города Нерюнгри, готова рассказать о чистке дорог на сегодняшний день. Юлия, здравствуйте. Насколько готовы дорожные службы к сегодняшним погодным условиям? Муниципальные контракты у нас заключены еще в январе 2021 года по зимнему содержанию в городской территории. Также подрядные организации заранее осведомлены об ухудшении погодных условий для подготовки техники к зимнему периоду. На сегодняшний момент у нас подрядная организация о грузоперевозке вывели 2 единицы техники для очистки, механизированной очистки автомобильных дорог. Первоначально планируется очистить, это, конечно, спуски, подъемы, проспект Геологов, далее перекрестки и пешеходные переходы для безопасности передвижения нашего населения. Дополнительно также АО «Дорожник» вывела на сегодняшний день 1 единицу техники для распределения противогололедных материалов. В связи с, если будет ухудшение погодных условий, будем привлекать дополнительные единицы техники для очистки. Также привлечем дополнительных подрядные организации для очистки тротуаров, внутриквартальных проездов. Также по распределению противогололедных материалов будет привлечена дополнительная техника. Спасибо, Юлия. Зимний период самый сложный для специалистов дорожных служб. И несмотря на то, что на календаре еще осень, очистка дорог будет производиться по мере необходимости. Сергей?
Ира, спасибо. Будем ждать от тебя новых подробностей об изменениях погоды. Но мы пока идем далее. В Ленске появилась точка роста. Федеральная сеть теперь есть в 4-й школе. Там оснастили кабинет естественных наук. В классах открыли лаборатории. Там еще не вся техника, оборудование поступает. Дети смогут углубленно изучать профильные предметы, улучшать свои знания. Педагоги говорят, что классы с материально-технической базой помогут школьнику определиться с будущей профессией. Вот эти 3 направления, химия, физика, биология, как раз связаны с тем, что эти 3 направления очень востребованы на сегодняшний момент и востребованы будут в будущем. То есть не только в точку, в которую сегодня мы заходим, временную, но это будет востребовано и на будущее время. Также в Ленском районе почти 500 первоклассников. Для каждого из них начало школьной жизни – непростой период. Первый месяц учебы подходит к концу. Как адаптируются дети в новых условиях, узнавали наши коллеги. Анна Деменина поменяла привычный маршрут. В этом году ее дочь пошла в 1 класс. Жизнь изменилась, признается мама. У дочери теперь определенный режим дня, обязанности, уроки. Но Маше определенно нравится. Она ходит с удовольствием. Вот. У нас нет проблем с подъемом, она идет с удовольствием в школу, уроки делает. То есть вчера я ее спрашивала, ну как тебе? Ну, вот меня 10 дней не было, она говорит, ну, намного лучше, чем в садике. Потому что в садике нужно проводить время дольше, то есть до вечера, там сон-час, а ей это все не нравится. Сон-часа здесь точно не будет. Теперь надо сидеть смирно и внимательно слушать учителя. Это сложный период. В первое время концентрироваться детям удается с трудом. Педагоги это учитывают. Понимаем, что детям очень трудно высидеть целый урок, не отвлекаться, уметь сдерживать свои эмоции, мысли, которые бьют через край. Вот. И поэтому стараемся проводить много физминуток. Например, минут 10 они работают, потом у нас проходят физминутки, различные игры, подвижные. На этом этапе у ребенка могут возникнуть проблемы с общением. Страшно подойти первым, обратиться к учителю, нет друзей. С такими вопросами нередко сталкивается психолог Прасковья Гоголева. Приходится даже решать конфликты. Если ребенок обратился к родителю с такими вопросами, прежде всего не ругать за это, внимательно выслушать и успокоить ребенка, что это не навсегда, этот случай или данная проблема. Можно обратиться к педагогу за помощью. Родителям не надо бояться обратиться к педагогу. Чтобы избежать таких проблем, специалисты советуют родителям всегда подбадривать ребенка. Не надо сравнивать его с другими детьми. Адаптация проходит по-разному – от 2 месяцев до полугода. Это индивидуально. Новая жизнь первоклассника кажется утомительной и не всегда интересной. Поддержите вашего ребенка, соберите вместе портфель и не ругайте за первую двойку. Пусть начало школьной жизни останется теплым воспоминанием. Дарья Боескорова, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». Сейчас к эпидобстановке. Число ежедневных заражений коронавирусом в Якутии превысило 200. За последние сутки в Якутии заболели 202 человека. Из них в Якутске 124, сообщает Оперштаб. В Мегино-Кангаласском районе 9 случаев заражения, в Верхоянском 7, в Ленском, Мирнинском, Татинском, Хангаласском и Чурапчинском районах по 6 случаев. В Нерюнгринском 5, еще в 13 районах от 1 до 4 заболевших. Более 5000 исследований на ковид провели за сутки лаборатории республики. Порядка 150 лор-специалистов работают в Якутии, и сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Наряду с днем отоларинголога осенью с переменой сезона наступает время простуд и воспалений. Подвержены им в большинстве случаев именно дети. Каких мер профилактики нужно придерживаться и есть ли отличия между заболеваемостью в северных и южных территориях? Об этом Мадина Халикова. Резкие перепады температуры, ветер и иногда даже обычный сквозняк могут стать причиной лор-заболеваний. Всеми нам с детства известные врачи ухо-горло-нос или, как верно, оториноларингологи сейчас наиболее загружены, особенно в северных регионах. Как выяснилось, причины заболеваний у нас и жителей Запада и Юга порой сильно отличаются. Конечно,
Отличие климатических условий играет большую роль в развитии данных заболеваний, поскольку в южных районах реже встречаются простудные заболевания. У них больше встречаются заболевания, которые связаны с плаванием, купанием, с влажной температурой. А у нас, наоборот, холодный воздух, он влияет на слизистую верхних дыхательных путей, поэтому у нас, соответственно, возникают воспалительные заболевания уха, горла, носа. Несмотря на то, что за состоянием здоровья детей взрослые следят тщательнее, подвержены заболеваниям они больше. Самые распространенные болезни – отит, острый ринит, фарингит. А если не обратить внимание на симптомы, можно довести и до бронхита и пневмонии. Поэтому врачи рекомендуют не затягивать с обращением к специалистам. Насморки очень часто осложняются отитами. Нужно, главное, предупредить переходы. Именно в период насморка начать лечить сосудосуживающими препаратами, отеки полости носа снимать, чтобы не переходило на воспаление слуховой трубы, что уже ведет к отитам. И в профессиональный праздник врачи лор-отделения не отдыхают. Маленькие пациенты требуют особенного внимания, а лечение проходит порой от недели и дольше в зависимости от тяжести течения болезни. Чтобы ребенок не заболел, нужно соблюдать простые меры профилактики, такие как здоровый сон, правильное питание и обязательное посещение стоматолога. Это, кстати, тоже очень важно. А также нужно смотреть за локальными инфекционными очагами и изолировать ребенка, если вдруг кто-то дома заболел. Сейчас в республике работают более 150 лор-специалистов. Примерно 100 из них в самом Якутске. Ежедневно врачи инфекционной больницы принимают около 25 пациентов. И это только в детском отделении. Большая часть остается на лечении в стационаре, поэтому пренебрегать простыми, но действенными мерами нельзя. Мадина Халикова, Григорий Николаев, Якутск. Впервые в Якутии на базе офтальмологической больницы провели операцию по кератопластике, трансплантации роговицы глаза под фемтолазерным сопровождением. Пациенту пересадили донорскую роговицу, заказанную в Москве. Сегодня он уже выписан и проходит реабилитацию дома. Ульяна Шагина встретилась с врачами, она в прямом эфире. Уля, приветствую. Для чего нужна кератопластика? Много ли желающих и как долго ждать донора? Сергей, приветствую тебя. Отмечу, что в год здоровья Республиканская офтальмологическая больница в целом получила оборудование на целых 38 миллионов рублей. И одна из них, это, конечно же, один из них, это фимтолазер, благодаря которому впервые пациенту была проведена высокотехнологичная операция по замене роговицы. Рядом со мной сейчас врач Иннокентий, отчество? Иннокентий Иванович, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как сегодня чувствует себя пациент? Выписан он уже, мы знаем, он дома, да, находится? Да, пациент уже прошел стационарное лечение, все было нормально, он выписан домой, дома продолжает капать капли, приходит на контрольные осмотры. Что такое фимтолазер? Объясните, пожалуйста. Фемтолазер – это, по сути дела, лазерный нож. То есть то, что раньше делал хирург своими руками и с помощью лезвия, сейчас делает лазер. Да? Мы в момент работы лазера не прикасаемся к глазу. Лазер умеет делать не только прямой разрез, он умеет делать разрез и потом поворачивать на 90 градусов. Так? Вот это при всем желании хирург лезвием сделать не может. Поэтому возможности фемтолазера намного расширяют наши операционные способности, возможности. Да. Была пересажена донорская роговица пациенту. Да? Насколько долго приходится ждать таких доноров? И вообще в целом кому предназначены такие операции? Пересадка роговицы, вообще роговица – это оптическая система глаза, самая передняя часть нашего глаза, которая должна быть прозрачной. Разные врожденные и приобретенные заболевания. Приобретенные – это воспаление, травмы, многократно оперированные глаза. Там часто все заканчивается тем, что роговица мутнеет. Мутнеет, и через мутную роговицу пациент видит очень плохо, а наш пациент, который был прооперирован на фемтолазере, он вообще ничего не видел, роговица была совершенно мутная. И, естественно, такая роговица не только не дает еще человеку смотреть, она очень часто становится причиной того, что он каждый день, ежедневно с утра до вечера чувствует неприятные ощущения. Она дает чувство инородного тела постоянно.
пациент от этого очень сильно устает, и мы, когда делаем операцию, мы в первую очередь снимаем болевые ощущения, а во вторую очередь стараемся, конечно, прибавить человеку зрение. Вот на сегодняшний день зрение у него уже в процентном соотношении насколько улучшилось? Ну, учитывая, что пациент до операции не видел совсем, то сейчас, можно сказать, его зрение 10% для такого глаза, который был ранее неоднократно оперирован, это достаточно высокое зрение. Ну, и реабилитация, она продолжается, то есть есть шансы, что зрение еще улучшится? Есть шансы, реабилитацию продолжаем. Здесь, конечно, результат по зрению зависит от многих факторов, от возраста, от того, другие заболевания есть или нет. Для того, чтобы человек увидел, нужно, чтобы в порядке была сетчатка, зрительный нерв. Вот. К сожалению, если какие-то заболевания привели к повреждению этих структур, то даже с прозрачной роговицей человек плохо видит. Ну, я отмечу, что помимо фимто-лазера у нас еще и наркозный аппарат новый, да, Иван Петрович, главный врач. Он более подробно расскажет о том, какое оборудование было получено. Да, добрый день. В рамках Года здоровья, который был объявлен главой Республики Арсением Сергеевичем Николаевым в 2021 году, мы получили единицы оборудования, как вы уже сказали, на 38 миллионов рублей. Среди них есть 2 наркозных аппарата, абсолютно новых. Это для нашей больницы уникальное приобретение, потому что до этого мы работали на старых еще российских аппаратах, которые не были оснащены вот такими автоматизированными системами. Я вот специально подключил сейчас к себе датчик монитора. Значит, вот здесь показывает и пульс, и сатурацию. Это монитор для наркозного аппарата. Здесь понятно, когда мы его подключим, здесь все датчики будут работать, но тем не менее эта возможность позволяет контролировать состояние пациента при проведении эндотрахеального наркоза во время проведения вот таких объемных операций, о которых только что сказал Иннокентий Николаевич, в том числе по пересадке роговицы. Почему мы еще приобрели эти аппараты? Потому что мы планируем здесь делать операции детям. Детям проводятся операции исключительно под наркозом, поэтому для нас вот это приобретение, оно возможность в дальнейшем развивать нашу службу, в том числе по направлению детей, проводить им высокотехнологичные медицинские вмешательства. Потому что наши хирурги готовы, вот сейчас они проходят обучение на базе НИИ Гельмгольца в Москве, возвращаются на следующей неделе. Я думаю, что уже в октябре-ноябре первые такие операции пройдут уже на базе нашей больницы. И нашим родителям, у которых детки с патологией глаза, не надо будет отправляться в Москву. Кроме этого, мы получили новый офтальмологический комбайн, получили щелевые лампы, получаем сейчас автоматические рефрактометры, пневмотонометры, аппарат ИВЛ вот тоже стоит здесь. Это все позволяет развивать нашу медицину здесь, на месте. Это те задачи, которые были поставлены в рамках Года здоровья. Но у нас и перспектива есть и десятилетия детства, тоже объявленного главой республики. На ближайшие 10 лет у нас уже планы есть. Мы получили лицензию на образовательную деятельность, и больница скоро будет готовить кадры непосредственно здесь. Далее это оснащение, это подготовка кадров, это их укомплектование, это открытие филиалов, это проведение операций в районах республики. Вот как раз Иннокентий Николаевич через неделю вместе со своим коллегой отправляется в Ленский, Мирнинский район для того, чтобы проводить там на базе ЦРБ, которые имеют соответствующую лицензию, операции по катаракте. Поэтому вот жители этих 2 промышленных крупных районов могут обращаться сейчас к офтальмологу по месту жительства, чтобы они начали готовить вот к этой выездной офтальмологической бригаде, которые приедут и на месте им проведут операцию по катаракте. Для населения это тоже большой плюс, чтобы они не тратили средства на авиабилеты, значит, не тряслись по нашим дорогам, получили медицинскую помощь на месте. Поэтому вот это у нас приоритет, который мы сейчас развиваем. Задачи поставлены. Я думаю, мы вместе с ними справимся. И для жителей республики это будет большое облегчение, когда они получат медицинскую помощь на месте, непосредственно в том районе, где они проживают. Спасибо большое. Но я скажу, что более подробно о том, как проводилась операция по замене катаракты, кто был больной и как он себя чувствует, смотрите в вечерних выпусках новостей. Сергей, у меня все. Передаю слово коллегам. Спасибо. Наш корреспондент Ульяна Шагина поговорила о первой операции по кератопластике, проведенной на базе офтальмологической больницы. Нальчикский городской суд арестовал на 1 месяц и 28 суток Дениса Алимова, организатора восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли 5 человек, в том числе якутянка. Сторона защиты ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. В свою очередь Алимов в ходе заседания, полностью признавший свою вину, рассказал, что практически с каждым участником группы восхождения общался лично и хотел бы поддержать родственников погибших.
Напомним, трагедия на Эльбрусе произошла вечером 23 сентября. Группа альпинистов из 19 человек, находящихся на высоте 5400 метров, попросила о помощи из-за ухудшения погоды. По последним данным, погибли 5 участников восхождения, среди которых была 36-летняя якутянка Анна Макарова. Но сейчас переходим к мировым новостям. В Нью-Йорке вступили в силу правила, запрещающие медикам выходить на работу, если они не привиты. Из-за нехватки персонала больницы вынуждены откладывать операции, рассказывает Никита Конев. Больницы Нью-Йорка в понедельник начали увольнять или отстранять медицинских работников, если они не вакцинированы от COVID-19. В результате нехватка персонала побудила некоторые госпитали отложить плановые операции. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул заявила, что рассматривает возможность привлечения сил Национальной гвардии, медиков из других штатов и сотрудников, вышедших на пенсию, для восполнения нехватки персонала. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил на пресс-конференции, что на больницы города решение властей пока серьезно не повлияло. Политик добавил, что больше беспокоится о других районах штата, где уровень вакцинации ниже. Чтобы собственным примером показать важность прививок, президент США Джо Байден сделал бустерный укол, получил 3-ю дозу вакцины. Остров Ла-Пальма, на котором продолжает извергаться вулкан, объявлен зоной бедствия. Правительство Испании готовится направить субсидии на восстановление разрушенных зданий. Подробности далее. Правительство Испании во вторник объявило остров Пальма, на котором извергается вулкан, зоной бедствия. Это означает, что региональным властям выделят помощь. Первый пакет составит 10,5 миллионов евро, из которых 5 миллионов пойдут на покупку домов, а на оставшиеся средства приобретут мебель и предметы первой необходимости. Извержение началось 19 сентября. Сейчас лава медленно стекает по западному склону горы к морю. Уже разрушено почти 600 домов, а также церкви и банановые плантации. Многие жители прибрежных деревень ожидают, когда раскаленная порода достигнет моря. Это грозит взрывами и выбросами токсичных газов. Впрочем, далеко не все готовы отказываться от удовольствий прибрежного отдыха. Несколько любителей позагорать вышли на почти пустой пляж Пуэрто-де-Тасакорте, который находится примерно в 10 километрах от вулкана. А в испанском городе Бильбао в реке мексиканский художник установил скульптуру женской головы, которая погружается под воду и вновь появляется на поверхности из-за приливов и отливов. Инсталляция должна привлечь людей к проблеме экологии. Лицо девушки, тонущей в волнах прилива, бесстрастно взирает на прохожих из темных вод реки Нервьон в центре города Бильбао на севере Испании. Эта инсталляция неожиданно для всех появилась здесь на прошлой неделе и вызвала бурю эмоций у местных жителей. Автором 120-килограммовой скульптуры из стекловолокна под названием «Пихар», что в переводе с языка басков означает «завтра», стал мексиканский художник-гиперреалист Рубен Ороско. Своей работой он хотел привлечь внимание к проблемам экологии. По его словам, постоянно погружающаяся под воду и вновь появляющаяся на поверхности инсталляция иллюстрирует отношение людей к окружающей среде. «Только от нас самих зависит, будем ли мы завтра плавать или же утонем», сообщил художник в интервью местным СМИ. У жителей Бильбао появление скульптуры вызвало смешанные чувства. Сначала мне было очень не по себе, когда лицо еще было над водой, но теперь она внушает мне только печаль, сильную печаль, потому что она даже не выглядит испуганной, как будто она сама позволяет себе утонуть. Не знаю, как будто это суицид или что-то вроде того. Такое у меня впечатление. Не беспокойство, а печаль, как будто она вот-вот утонет, но сама этого хочет. Это не первая работа Рубена Ороско, вызвавшая фурор у жителей Бильбао. 2 года назад здесь появилась его скульптура «Невидимое одиночество», представляющая собой фигуру женщины в натуральную величину, сидящую в уединении на скамейке в парке. Она должна была привлечь внимание к проблеме стариков, оставшихся в полном одиночестве. Инстаграм приостановил разработку детской версии приложения. Сообщение об этом пришло на фоне скандала, связанном с исследованием о том, как негативно влияет соцсеть на подростков.
Инстаграм поставил на паузу разработку новой версии приложения, которую он создает специально для детей. Сообщение об этом решении пришло на фоне растущей критики проекта. В Instagram Kids можно было бы зарегистрироваться только с разрешения родителей, а в социальной сети должна была отсутствовать реклама и контент для взрослых. Однако законодатели США и активисты, занимающиеся правами детей, призвали интернет-гигант отказаться от своих планов. В сентябре Инстаграм оказался в центре скандала. В Wall Street Journal вышло расследование, посвященное работе площадки. Журналисты изучили внутренние документы компании-владельца приложения Фейсбука и выяснили, что социальная сеть провела собственное исследование, которое показало негативное влияние Инстаграм на самооценку и мироощущение его юной аудитории. В особенно уязвимом положении оказались девочки-подростки. Более 100 стран сегодня отмечают Всемирный день сердца. По этому поводу в торговых центрах городов Якутии организуют медицинские посты. Сейчас в одном из торговых центров Якутска находится наша коллега Марферина Алексеева. Марферина, приветствую. Расскажи подробнее об акции. Сергей, приветствую. По всему миру из-за сосудисто-сердечных заболеваний умирает примерно более 18 миллионов человек, что составляет больше половины от смертей неинфекционных заболеваний. У нас в Якутии, к сожалению, в последнее время точно так же цифры смертей из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы также увеличиваются, к примеру, составляет 45% от общей смертности. В рамках этих цифр также 44% это смертность от миокарда и 60% от инсульта, причем болезнь заметно молодеет, то есть если раньше этому недугу были подвержены в основном пожилые люди, то сейчас, к сожалению, болеет также, страдает этим недугом и молодежь. И вот именно поэтому уже 9-й год по всей стране и по всему миру отмечают День сердца для того, чтобы призывать людей, население заботиться о своем сердце. Мы сейчас находимся в ТРК Туймада, и здесь проходит как раз одна из таких акций, которая призывает людей. Мы сейчас пообщаемся с... Здравствуйте, Варвара Егоровна. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что проходит в рамках акции, да? Какие у вас мероприятия также будут проходить? Я знаю, что они по городу везде, да? Добрый день всем. Сегодня, 29 сентября, у нас отмечается Всемирный день сердца. Эта дата была провозглашена Всемирной организацией здравоохранения. Для чего? Самая основная цель – это довести до нашего населения, для каждого гражданина нашей, страны, нашей республики, о том, что надо беречь себя, надо беречь свое сердце, надо, быть очень ответственным за свое здоровье. Обязательно надо контролировать свое здоровье, вести здоровый образ жизни. И в рамках Всемирного дня сердца у нас 29 сентября по 8 октября по всей нашей республике будет проходить декада, которая посвящена Всемирному дню сердца. В рамках этой декады во всех торговых центрах, крупных торговых центрах города Якутска, города Ленска, Алёкминска, Алдан, Вилюйска будут проходить очень большие акции. Они называются у нас, «Здоровое сердце города». В данных мероприятиях у нас, будут организованы медицинские посты, где, каждый желающий может измерить свое артериальное давление, измерить свой пульс. Наши специалисты, будут консультировать по профилактике хронических неинфекционных заболеваний, по профилактике заболеваний сердца, сосудов, давать рекомендации, и, будут у нас проходить также молодежные танцевальные флешмобы, которые называются у нас «Под ритмы сердца». И, дело в том, что у нас в нашей республике почти ежегодно более 600 человек у нас погибает именно от заболеваний сердца и сосудов. Это очень, конечно, печально. И поэтому, во всех медицинских организациях, поликлиниках будут проводиться дни открытых дверей. Будут консультировать терапевты, будут консультировать кардиологи. Есть возможность прийти, пройти электрокардиографию, сдать экспресс-анализы на сахар, на холестерин, то есть на те факторы риска, которые приводят к заболеваниям сердца.
И также у нас будут, значит, центры здоровья, мобильные бригады, которые будут выезжать, трудовые коллективы по заявкам. То есть на месте, на рабочем месте уже можно будет получить консультацию, можно провести, значит, медицинский осмотр именно трудящихся. Ну и так вот для зрителей тоже, да? Скажите, какие цифры на тонометре должны нас уже обеспокоить, чтобы вот человек должен пойти показаться специалисту, врача? Да, так как у нас заболевание сердца, заболевание сосудов очень, значит, занимает первое место по смертности населения, да, то, значит, и то, что артериальное давление, высокое, значит, артериальное давление, гипертензия так называемая, протекает бессимптомно, незаметно. Каждый должен знать свои нормы, то есть нормы своего физического состояния. Это у нас артериальное давление по критериям норма составляет 120 на 80. То, что выше 120, это уже патология, это уже надо обследование. Поэтому я призываю все население нашей республики ответственно отнестись к своему здоровью, обязательно проходить ежегодно диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры. И все это, значит, по месту жительства можно в поликлиниках все это бесплатно пройти. Профилактику, какую можно озвучить для, такую доступную профилактику, которую может каждый человек у себя дома проводить для того, чтобы вот, предохраниться от этой болезни? Но в первую очередь это ведение здорового образа жизни. Очень большую и важную роль играет это рациональное и правильное питание. Для гипертоников, те, которые страдают высоким давлением, это обязательно ограничение поваренной соли до 5 грамм в сутки. То есть на столе должен быть недосол. Обязательно это движение, это, значит, отказ от всех вредных привычек, это алкоголь, это курение и так далее. Да? Прогулки свежим воздухом, ходьба, 10 тысяч шагов. Это то, что можно, значит, избежать тех осложнений, избежать тех заболеваний, которые приводят к заболеваниям сердца. Спасибо большое за информацию. Но я напомню, что подобная акция проводится также в кинотеатре «Лена» и в торговом центре «Проспект», а также во всех городах нашей республики. Передаю слово коллегам. Марфирина, спасибо. Это была Марфирина Алексеева с информацией о мероприятиях, посвященных Всемирному дню сердца. Айсен Николаев в Южно-Сахалинске сегодня примет участие в совещании секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Об этом сообщает пресс-секретарь Илдархан Афанасий Ноев. В ходе мероприятия планируют обсудить актуальные вопросы национальной безопасности на востоке России с участием губернаторов регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, командования Восточным военным округом, представителями федеральных министерств и ведомств. Расширить границы. Детская ассамблея народов Якутии теперь открыта обмену опытом. Подписано соглашение о сотрудничестве с другими организациями, сосредоточенными на развитии и воспитании школьников. Важное для ассамблеи событие состоялось в День государственности республики на мероприятии «Я. Будущее России». Соглашение о сотрудничестве подписали с Российским движением школьников, региональным отделением межрегиональной молодежной общественной организации «Дом мира» и детским отделением ассамблеи Алекпинского района. Подписание соглашения даст новый толчок к развитию детской организации в Мирном. Стороны планируют обмениваться опытом и проводить совместные мероприятия на республиканском и даже всероссийском уровне. Привлекут и представителей национальных культур из других регионов. Целевая группа проекта – мирнинские школьники от 8 до 18 лет. Проект направлен на создание условий межнационального общения школьников Мирнинского района и носителями культуры разных национальностей из других регионов через единую медиаплощадку. То есть мы создаем три точки медиаплощадок. Это в Чернышевске поселке, в Центре дополнительного образования, поселка Светлый и в Мирном. Далее о спорте. Якутянин Артем Соколов вызван в юношескую сборную России по футболу для участия в международном турнире, который пройдет в Загребе. Данные соревнования станут для россиянина одним из этапов подготовки к отборочному раунду чемпионата Европы. Для 18-летнего Соколова этот вызов в юношескую сборную стал далеко не первым. На счету полузащитника 25 игр, в которых он забил 11 голов. Напомним, первые шаги в футболе Соколов сделал в составе детской команды «Пульс» в Якутске, после чего играл за юношескую и основную команды столичного Чертанова. В данный момент он выступает за подмосковные «Химки» в российской премьер-лиге, сильнейшем дивизионе страны.
Рекордсмен России из Верхневилюйска Богдан Прокопьев стал призером чемпионата мира среди юниоров до 23 лет. Соревнования накануне завершились в шведском городе Хальмстад. Богдан выступал в самой тяжелой и престижной весовой категории свыше 120 килограммов. Всего же якутянин завоевал 4 медали юниорского первенства. В приседе он взял серебро с результатом 345 килограммов, в жиме лежа вытянул 205 килограммов и становой тяги 310 килограммов. По этим дисциплинам спортсмен завоевал бронзовые медали. И по итогам троеборья Богдан Прокопьев показал третий результат – 860 килограммов. Отметим, Богдан Прокопьев является неоднократным победителем и рекордсменом России, победителем первенства Европы. В завершении вернемся к теме погоды. Госавтоинспекция призывает автомобилистов начать подготовку машин к зиме. Прежде всего, сменить летние шины на зимние. Согласно прогнозам Якутского гидрометеоцентра, в ближайшие дни на юге, юго-востоке и в центральных районах республики ожидается мокрый снег и дождь с порывами ветра до 9-14 метров в секунду. Температурный режим будет колебаться в дневное время от плюсовой температуры +3, +8 до минусовой, -10, -15 ночью. В связи с чем велика вероятность обледенения отдельных участков трасс. Неблагоприятные погодные условия значительно осложняют дорожную обстановку, затрудняя движение транспортных средств. На дорогах возможно образование наката, а также налипание мокрого снега, появление снежных заносов, предупреждают в ведомстве. Касаемо погоды сегодня в крупных городах региона. В Алдане продолжаются осадки и идет мокрый снег. Температура воздуха 0 градусов. Вечером -1 и ночью -2. Ветер значительно ослаб 4-5 метров в секунду. Чуть южнее, в Нерюнгри, картина похожая. Снегопад. Днем также 0 градусов. Порывы ветра достигают 7 метров в секунду. Вечером -1 и ночью -2. На западе Якутии, в Ленске, тоже холодно, пасмурно. Днем -1, ночью температура опустится до 0, ветер стал слабее до 5 метров в секунду. В алмазной столице также пасмурно и холодно в целом. В Мирном сегодня +1, ветер от 2 до 8 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. И в столице республики последние теплые дни. Сегодня солнечно, +8 градусов, ночью похолодает до +3. Ветер в среднем 3 метра в секунду, давление 751 миллиметр ртутного столба. На этом пока вся информация. Спасибо, что ближайший час провели вместе с нами. Всего доброго и увидимся на канале Якутия 24.